Там, да, вот хвалить, там, лещей накидывать, я тоже не собираюсь вот так вот. Вот, там, какие я крутой, буряты. Русские пришли, действительно, дали литературу, язык, образование. Вот. До большевиков, где буряты были, вот, ничего не имели. Безграмотные были все. Вот. И вот мы смогли стать равными русским, как того желал Абай. А ведь когда-то он писал, что мы не то что стоять рядом со знатными, мы не можем сравниться даже с их прислугой, напоминая нам о том, каким был люд без той самой русской науки и образования, благодаря кому удалось избавиться от тотального невежества, царившего в степи. И вот мы стали равными, как того хотел Абай. Вся наша реальность, которую мы видим, выстроена благодаря русскому языку и знаниям, полученным от русских. Это данность. Иркутск – это исконная земля бурят. Но русские пришли сюда и уже столетиями навязывают свою политику. Дошло уже до того, что отказываются открыть хотя бы одну бурятскую гимназию в городе. Возвращаясь к нашему проекту, создания национальной бурятской гимназии, ответьте, пожалуйста, вот мне сказали, вы мне сегодня ответите, на базе какой школы мы начнем развивать бурятскую гимназию? Никакой. Бурятская гимназия, национальная бурятская гимназия в городе Иркутске нецелесообразно создание. А когда чиновникам говорят, что они живут на чужой территории, смеются в лицо. Циничность во всей красе. У нас нет ни одной бурятской национальной гимназии. Вы понимаете, что мы находимся сейчас в этнической Бурятии. Вы живете все, да? Вот это мы должны понимать и беречь бурятский язык сейчас. Мы должны открыть хотя бы одну такую школу, понимаете? Такое учреждение у нас создано в Усть-Ордынском округе, где... Нам в городе надо.